Я здесь проезжала вот просто. Потом упала вот здесь, чуть в боку. В горячий асфальт, политый сверху битумом, 5-летняя Арина заехала на самокате, когда ехала к дому по знакомой дорожке. Завязла колесами, потеряла равновесие и всем телом упала в раскаленное покрытие. Горячая липкая масса намертво приклеилась к нежной коже ребенка. Врачи диагностировали многочисленные ожоги первой и второй степени. Здесь вот здесь и здесь. Потом еще на животе. Выяснилось, за 10 минут до этого дорожные рабочие укладывали здесь асфальт. По техническим нормативам температура покрытия во время работ не должна быть ниже 105 градусов по Цельсию. Дело сделали, а вот ограждение, чтобы обезопасить пешеходов от ожогов, не оставили. Она бы обошла, либо дождалась бы меня, либо обошла эту сторону, я бы сказала ей об этом. Но так как не было ничего, я не могла даже знать об этом, потому что горячее. Эта история вызвала большой резонанс. Рассказов о халатности коммунальщиков и дорожных рабочих в России хватает. Правда, статистику таких несчастных случаев ведут разве что журналисты. Не тронула история только виноватых. Директор фирмы-подрядчика, понимая, что влип в историю, вину своих подчиненных не признал. С журналистами встречаться отказался и в телефонном разговоре обвинил мать девочки в невнимательности. Чиновники местной администрации, которые и заказали работы, семье вроде бы сочувствуют, но никакой помощи не предлагают. И винят во всем не своих наемников, а погоду. Температура в тот день была выше 30 градусов. Солнце раскаленное, даже на утрамбованном асфальте, я думаю, что нельзя было стоять босиком. Наказать виновных в таких случаях практически невозможно. На разовые работы коммунальные чиновники нанимают подрядчиков, уже те рабочих, которые могут быть официально не устроены в компании. По такой же схеме ремонт делали и на дорожке возле дома пострадавшей Арины. В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования, направленных на привлечение виновных лиц к ответственности, а также восстановление прав ребенка. Мама девочки ждать результатов многочисленных проверок не стала. Она готовится обратиться в суд. Все документы уже собрала. Женщина требует компенсировать вред, нанесенный здоровью ее дочери. Ожоги через месяц заживут, а вот шрамы на теле девочки останутся на всю жизнь. Екатерина Пономарева для «Настоящего времени».